Дашидондык и Сергей Батоевы. Книга «История рода Бадмаевых. Основоположников тибетской медицины в России». Глава 1. История рода Бадмаевых. Первый тибетский врач Петр Александрович Бадмаев в России. Текст от автора читает ведущий научный сотрудник Огинского национального музея имени Гамбужап-Цыбикова Баир Дугаржапов. Часть 13. По материалам архива Долгар Жукдуровны Жукдуровой, во времена политической оттепели в стране Андрей Николаевич, младший сын Николая Николаевича, взялся за продолжение фамильного дела. Во второй половине 60-х годов XX века и даже позже он часто приезжал с экспедицией для сбора лекарственных трав в Огинские степи, встречался с родственниками, а перед отъездом, как правило, заезжал к имчиламам в Огинские и Волгинские тацаны. Многие жители Огинского округа и Бурятии были пациентами Андрея Николаевича. Многим он помог своими лекарствами, особенно тем, кто страдал разными отклонениями в работе пищеварительного тракта. Довелось и автору Дашидондык Батоеву пользоваться его врачебной помощью, побывать в его резиденции в Ленинградском педагогическом институте имени Герцена при кафедре органической химии. Одним из его многочисленных пациентов был маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Андрей Николаевич Бадмаев продолжал жить в Ленинграде. У него клиентура была большая, но, к сожалению, он безвременно ушел из жизни в октябре 1982 года. Его дело продолжили сын Николай Андреевич Бадмаев, а также дочь Михаила Николаевича Бадмаева Наталья. В конце 60-х годов того же века приезжал из Калининграда старший сын Николая Бадмаева, Михаил Николаевич, полковник медицинской службы в отставке, прошедший, как и Андрей Николаевич, дорогами войны. Жена Михаила Николаевича, врач-педиатр, одна из дочерей, фармацевт. Михаил Николаевич Бадмаев гостил у своих родственников, у сестер двоюродных и троюродных в семье Ладонлиховоин, Долгар-Базаржаповой, а также у известного врача-фтизиатра, кандидата медицинских наук Дарижа Брахшайн. Ознакомился с достопримечательностями Улан-Удэ, побывал в Бурятском научном центре. В Волгинском тацане Михаил Николаевич встретился с Хамбаламой Жамбалдаржигамбоевым, знавшим его отца, Николая Николаевича Бадмаева, то есть Оср. Здесь уместно добавить воспоминания автора Дашидондык Батоева о его отце Цыдыпове Бато, работавшем в то время председателем Таптанайского сельского совета Читинской области, ныне Забайкальского края. Однажды он сообщил мне, что приезжал военный врач, родственник Бадмаевых. Перед этим позвонил моему отцу наш уважаемый доктор Гангар Санжемитупович Санжемитупов и сказал следующее. «Приедет военный врач, родственник Бадмаевых. Я тебя прошу показать места Бадмаевых в Таптанае». Когда он приехал, то они на конях поехали в Ханде, Ампилхунды и Шонта, то есть Шонота. Там есть такое место в Таптанае. К сожалению, отец не назвал имя и отчество этого врача, но факт приезда родственника Бадмаевых в Таптанай, безусловно, был. Средний брат Бадмаевых, Кирилл Николаевич, все время стремился побывать на родине предков, но этому его желанию не суждено было осуществиться. Один из крупнейших специалистов в области радиологии, профессор, доктор медицинских наук, работал в нейрохирургическом институте. И Кирилл Николаевич Бадмаев умер весной 1990 года. У Кирилла Николаевича детей не было. Надо полагать, что знаменитая династия врачей Бадмаевых
продолжается и по сей день, как в России, так и в зарубежных странах. Так, корреспондент газеты «Правда Бурятии» Дагбаев встречался с Николаем Андреевичем Бадмаевым в Ленинграде. Корреспондент приводит известные данные рода Бадмаевых. Тем не менее, его интересную информацию поведаем читателям. Примерно с 1937 по 1963 годы мой отец почти не занимался тибетской медициной, рассказывает Николай Андреевич. Война, которую он прошел военврачом, потом демобилизация, существовавшие запреты определенные. И только в начале 60-х он, то есть Андрей Николаевич, в первый раз посетил Огинское, встречался с родственниками. Последние 20 лет вновь посвятил себя восточной медицине. У него не осталось научных трудов, хотя он имел свою лабораторию в Ленинградском педагогическом институте имени Герцена при кафедре органической химии, где изучался состав лекарственных растений. Кроме того, он состоял как бы консультантом 4-го управления. У него лечились доподлинно известно маршал Советского Союза Жуков Георгий Константинович, поэтессы Мариетта Шагинян, Биртгольц. Андрей Николаевич Бадмаев умер в 1983 году, а Николай Андреевич Бадмаев – единственный сын Андрея Николаевича Бадмаева, пишет Дагбаев. У него нет пока сына. Сестра Кира, член Союза художников СССР. Далее Дагбаев подчеркивает, ни один из Бадмаевых не изменил своей фирменной семейной профессии. Скажу больше, даже несмотря на гонения властей из-за близости Петра Бадмаева к императору России, тайны тибетской медицины передавались из поколения в поколение. Отсюда и объяснение необычной популярности данной фамилии. Правда, не все из них занимались ею. Да, собственно, это и не мудрено, зато каждый авторитет в одном из профилей медицины. Меня очень занял сей факт, и я попытался найти ответ на него на следующий день, когда получил приглашение в больницу номер 26, это место работы Бадмаева. Итак, Николай Андреевич занимал довольно просторный, конечно, в сравнении кабинет. Таблички на двери нет, ничего удивительного в этом тоже нет. Просто Николай Андреевич пока не имеет возможности принимать всех желающих, которых огромное множество. Да и в силу своей скромности почти никак не афиширует свои достижения. Хотя совершенно точно, что есть ряд болезней, которые ему удается лечить. И то, что он занимается делом Петра Александровича, играет не последнюю роль. Далее Дагбаев продолжает свою беседу с Андреем Николаевичем Бадмаевым. «Что предопределяет подобный выбор?» – переспрашивает он. Даже трудно сказать. Во-первых, семейные традиции раз пошли в эту сферу. Я это ощутил, когда работал. Пациенты, особенно пожилые, интересовались, откуда у вас такая фамилия? Не родственны ли тем Бадмаевым? Во-вторых, сама профессия очень благородная – снимать страдания людей. Лично я выбрал медицину еще в детстве. Не без влияния родителей, но созрел не сразу. Поэтому не спешил, активно занимался спортом. Кстати, он является мастером спорта по фехтованию. В первый Ленинградский институт поступил только в 23 года. Больше всего понравилась рентгенология, все болезни сразу. 3 года назад, в 1987 году, молодой врач-рентгенолог, ему сейчас 36 лет, стал целиком специализироваться на тибетской медицине. Сначала он работал один, теперь есть коллеги. Едва не подумал, не модно ли нынче течение, одна из причин тому.
Нет, я ведь еще в школе, а затем студентом ездил вместе с отцом в экспедиции по сбору лекарственных трав, говорит врач. И по рассказам, и по документам, и по сохранившимся предметам был хорошо знаком с этим, готовился, но решился не сразу. Лишь 3 года назад почувствовал, что обладаю достаточным запасом знаний и умения. Не одобряя людей, по сути, дилетантов, рвущихся к этому по конъюнктурным соображениям. Конечно, Николай Андреевич имеет право так сказать. Судите сами. Одна часть кабинета занята под стеллажи с небольшими коробочками, внешний вид которых без труда напоминает о минувшем веке. Успеваю запомнить одну из них под номером 66. На ней надпись «Жанлун Базежуни», показывает Николай Андреевич, и серебряную ложку, доставшуюся им еще от Петра Александровича, затем от отца. Там выгравировано «Н. Бадмаев». «Н» появилась позже, была «П». А часть кабинета напротив рабочего стола задернута шторами. Там расположена его лаборатория, где он готовит лекарственные препараты. Основное средство лечения. Его значение врач поясняет так. В чем главное отличие тибетской медицины от европейской? Она лечит не болезнь, а организм больного в целом. Заслуга моих предков состоит в том, что они использовали ее искусство в европейских условиях, где иная специфика заболеваний, где, например, частые респираторные заболевания. Рецепты брались у эмчилам, но соответственным образом перерабатывались. Таким образом создавали собственную рецептуру. У разных народов и условия жизнедеятельности разные, и пища тоже. Сохранившиеся истории болезни пациентов моего деда убедительно говорят об этом. Вместе мы рассматриваем пожелтевшие листки бумаги. Вот история болезни классика советской литературы Алексея Максимовича Горького, который, отчаявшись, обратился к нетрадиционным методам лечения. Вот записи из истории. Горький, А.М., 65 лет, дата 1933 год, 18 июня. Диагноз – пневмония, туберкулез, бронхит. Что мы видим через месяц лечения? Аппетит лучше, сон хороший, пропали головные боли, тяжесть, температура нормальная. А через полгода уменьшилась одышка, уменьшилось количество хрипов. Тут же другая история болезни Никиты Алексеевича Толстого, у которого общие нервные расстройства, гастрит, панкреатит. Прибегал к медицинской помощи Бадмаева, Петра Бадмаева, конечно, и сам Алексей Николаевич Толстой. Встречаются фамилии и других известных людей. Николай Андреевич с успехом лечил болезни желудочно-кишечного тракта, язвенный колит, холецистит и так далее. Недавно взялся за 2 тяжелобольных, 60 и 23 лет, и через 2 месяца ему удалось добиться значительного улучшения их состояния. Так что не в моде дело, а в вере и в глубоких знаниях, которые не заимеешь без труда. Но и память о Петре Александровиче для него священна. Он делает все, чтобы она была адекватной тому, что он сделал для людей. Скоро одна из улиц города будет названа его именем. Безусловно, Эрденет Анзанович Дагбаев компетентно беседовал с Николаем Андреевичем Бадмаевым и показал нам интересные факты из области тибетской медицины. На этом мы закончим нашу 13-ю часть. Текст от автора читал ведущий научный сотрудник Агинского национального музея имени Камбажап-Цыбикова Баир Тугаржапов.